Друзья, рад вас приветствовать в моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день 15 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас. Карты уже выложены, потому что второй раз мне приходится записывать это видео. Итак, карта главная у нас основная, карта Луны старшего аркана. Так как карта старшего аркана, это значит, что событие очень важно для нас и будет действовать долгое время. По Луне у нас становятся важными наши взаимоотношения с близкими людьми, с семьей, наши дела по поводу решения вопросов с недвижимостью. Это также все, что касается каких-то хозяйственных дел, покупки, продажи недвижимости, участков, гаражей, может быть, просто уборка, которая будет производиться там дома и при усадебных участках, такая как бы генеральная, как говорится, да, когда мы стараемся вот именно все успеть, потому что у нас карта старшего аркана, и в каждый уголочек заглянуть, да, и возможно это будет как бы всей семьей производиться. Также карта говорит о том, что может быть для кого-то очень важно будет вопрос как бы очищения, да, не только очищение пространства вокруг себя, но и очищение своего организма, своих эмоций. Может быть, кто-то будет осознавать, что не прав и попросит прощения. Может быть, кто-то будет заниматься диетами, так как Луна у нас связана с водой. Может быть, это водный день, а может быть, просто ограничение в пище, да, и вот больше жидкости, больше воды. Может быть, это как бы поход, поездка к какому-то водоему, если это возможно для вас. Также карта может говорить о каких-то находках. Допустим, вы долгое время чего-то не могли понять, какая-то была тайна, что-то скрыто от вас, может быть, даже кто-то из ваших домашних что-то от вас скрывал, и вот сегодня вы можете об этом узнать. Откроется какая-то тайна, может найтись какая-то потерянная вещь, очень важная, ценная, которая нужна вот вам в семье, да, и может здесь как раз такое произойти. Кто-то будет покупать серебряные вещи. Карта связана с желудочно-кишечным трактом, да, очищением желудочно-кишечного тракта. Если кто-то был болен, то вот здесь есть возможность улучшения самочувствия, выздоровления и так далее. Также карта связана, знаете, с такой неустойчивостью, когда у нас спады, подъемы настроения, когда у нас даже погода может меняться, допустим, полдня солнце, полдня там тучи или неясное небо. Также еще у нас может быть ситуации окончания каких-то важных дел, потому что здесь у нас старший аркан, что-то такое очень важное и серьезное может происходить в вашем доме с вашими родителями, детьми или может быть с вами самими. Так, что еще? Ремонт может идти по этой карте, какая-то перестройка, перестановка, может быть какие-то работы по дому, которые позволяют как-то улучшить пространство, улучшить настроение. Может быть, кто-то будет покупать предметы интерьера, да, или искусства для того, чтобы украсить дом. Ну и вообще эта карта еще и работы на дому, да, потому что Луна – это дом, семья, это либо семейный бизнес какой-то, либо когда мы просто удаленно работаем, и вот нам нужно пространство какое-то для работы, да, чтобы уединиться, чтобы никто нам не мешал и так далее. Так, это у нас основные такие события. Давайте посмотрим добавочность цыганской колоде. Десятка червовая говорит о том, что может даже и приход гостей, приход друзей, общение какое-то хорошее. Так, посмотрим дополнительно. Скорее всего, это как бы женщины, да, это может быть там мать, это могут быть подруги и так далее. То есть, скорее всего, у нас с женщинами связан приход такой беседы и все такое прочее. Кроме того, может появиться человек, может быть женщина, да, которой вы можете доверять. Вот это, если это новое знакомство, допустим, для мужчин, это женщина, которая долгое время может быть с вами, она может быть вам преданная, то есть это женщина для создания семьи и так далее. Если же это у нас как бы пара уже, люди уже долгое время вместе, значит, здесь просто может быть приход там гостей, подруг или приезд, допустим, родителей.
Кстати, может быть, к родителям в такой родной дом кто-то будет приходить, приезжать и так далее. Так, теперь события у нас какие? Мешает у нас тому, чтобы все происходило как надо. Опять же, старший аркан маг. Это карта, которая говорит о том, что может приходить какая-то информация, какие-то люди могут говорить какие-то вещи, которые вот как бы портят нам настроение. Причем это, скорее всего, слухи, скорее всего, обман, манипуляция и так далее. То есть какому-то человеку что-то от вас нужно, от вашей семьи, да, и он может говорить какие-то вещи неприятные, чтобы повлиять на вас, может быть, поссорить даже. То есть маг – это как бы человек в отрицательном смысле, который ну, склонен к обману, который склонен к мошенничеству и так далее. То есть нужно быть осторожней, принимая в дом людей, которые вот сегодня приходят, нужно как-то, ну, можно сказать, не воспринимать их слова серьезно, раз. И, во-вторых, смотреть, чтобы там ничего не лежало на виду из ценного, да, для вас. Это вот если у кого-то, кто-то приходит к вам в дом, да, или, допустим, здесь может быть какая-то информация, вот, допустим, вы учитесь на дому, да, и, может быть, трудности какие-то вот в усвоении информации, или, может быть, постоянно домашние дела отвлекают, и вы не можете, допустим, учиться. А что еще здесь может быть? Может быть, вы хотите начать какой-то новый проект, новое дело, зарабатывать по-новому деньги. И вот сегодня у вас это вряд ли получается, потому что вот вас отвлекает семья, либо у вас что-то с настроением не то, либо здоровье тут требует там отдыха организма и так далее, может быть, восстановление здоровья нужно. Ну и вообще, может быть, это просто день такой, когда вы ну, как бы больше посвящаете времени семье и так далее. Что еще может быть? По магу ошибки какие-то в документах, невозможность поехать туда, куда бы вы хотели, или даже вот невозможность поехать там к родителям, к родственникам. Что еще может быть здесь? Так, ну, наверное, какие-то полезные функциональные вещи, может быть, вы захотите приобрести, а они, может быть, ненадлежащего качества. Эта карта связана также с книгами, да, может быть, хотели бы почитать, а времени нет. Что еще здесь может быть? Знаете, вот невозможность что-то заработать с помощью торговли или с помощью информации, с помощью поездок, новых контактов, то есть ограничения в этом есть. И теперь то, что помогает, у нас здесь карта старшего аркана Император. Посмотрите, какие важные карты сегодня выпадают у нас в основные события. Император – это карта, которая связана с новым, это карта, связанная со стабильностью, с властью, да, то есть что помогает? Помогает то, что мы твердо стоим на ногах. Если у нас были какие-то запасы финансовые, вот для того, чтобы были деньги, когда мы не можем работать, это тоже нам помогает, конечно. Также карта соотносится с предпринимательством, если, допустим, вы как раз вот человек, который сам на себя работает, да, то у вас здесь очень успешный день, можно что-то организовать, можно проводить какие-то сделки, в общем, очень хорошие тут могут быть возможности. Причем тут совет действовать быстро, действовать уверенно, принимать важные решения, вот это все будет на удачу. Также там со спортом могут быть какие-то важные вещи, да, может быть здесь приобретение каких-то спортивных вещей, тренажеров, либо просто там поход, ну, сейчас, может быть, поход вряд ли в спортзал, наверное, вот как просто занятие у нас здесь физическими какими-то упражнениями. И также карта говорит о том, что если вот у вас есть конкуренты, хороший день для того, чтобы вот победить в конкурентной борьбе. Карта связана с внешностью, то есть когда мы показываем себя лицом, когда о нас говорят хорошо, да, это как бы удачное время для того, чтобы рекламу о себе давать, для того, чтобы какие-то важные вещи вот обнародовать, да, вот чтобы как можно больше людей узнали о том, что вы делаете или какие поступки вы совершаете.
Вот сегодня день, когда нужно вести себя так, что как бы сегодня нужно помнить, что все, что мы делаем, создает нам репутацию на будущее. То есть нужно, возможно, либо способ решения вопроса поменять, либо состояние ума поменять, да, о чем думаем. Так, что еще? Нужно быть осторожней с острыми предметами. Может быть, какие-то важные вопросы, связанные там с транспортом, с автомобилем. Так, что еще важно? Важно, вот, чтобы внешность соответствовала тем целям, которым вы стремитесь. Это может быть прическа, внешность в плане одежды, да, и так далее. Так, что еще здесь может быть? Новые идеи какие-то приветствуются, сила воли нужно обязательно проявлять в работе, да, уверенность в себе, как бы использовать свое имя как, ну, в общем, как образ себя, да, то есть или работать просто на имя сегодня, на свое, на репутацию, на свою. Ну, про это я уже сказала. Так, давайте посмотрим дополнительно. Так, особенно это касается общения с другими людьми, заключением каких-то контрактов, сетевой какой-то деятельностью. И здесь, возможно, какие-то вопросы, связанные с преподаванием, обучением, с телефонными звонками, переговорами и так далее. Кстати, вот по этой карте, может быть, если вы занимаетесь предпринимательством, хорошо бы сделать скидку на товар, чтобы заработать больше, да, либо распродажу какую-то устроить. Так. Давайте посмотрим, что будет в работе. В работе у нас рыцарь жезлов, карта продвижения, карта, когда мы успеваем везде и сразу, и нам очень комфортно здесь работать. Что-то в работе меняется к лучшему, какое-то важное желание исполняется, может быть продвижение наконец-то какое-то. Но в любом случае здесь какое-то благополучие и какое-то очень хорошее событие, которое вас продвигает вот именно по служебной лестнице, в делах продвигает и так далее. Может быть, какая-то поездка будет разрешена, может, то, что вы давно хотели, может быть, повышение даже для кого-то, может быть, так как это карта движения, да, может быть, это назначение, допустим, в другом городе, да, может быть, вы готовитесь к переезду. Давайте посмотрим, чего именно это касается еще. Здесь, скорее всего, действительно вопросы, связанные с властью, с руководством. То есть, если вы ожидали повышения, вы его получите, да, или какого-то распоряжения от начальства. Кстати, о финансах здесь тоже может какое-то быть распоряжение. И вообще вот эта карта очень такого большого удовольствия, когда выполнена какая-то задача, завершен какой-то проект, когда мы профессиональный опыт какой-то получаем очень важный. Ну, в общем, знаете, такое ощущение, что вот я сделал все, что мог. Так, теперь для тех, кто в поиске работы. Шестерка пиковая говорит о том, что вот какие-то ограничения есть по тому, чтобы найти работу, но это связано не с вами и не с самой работой, а вот с государством и с как бы трудным временем, да, для государства. Что тут может быть? Какие-то учреждения, может быть, сейчас государственные там не работают, да, или от них зависит что-то, и, может быть, есть какие-то сложности с этим. Здесь вот карта, которая связана с администрацией, с судами, с налоговыми, какие-то очень важные такие вот государственные здания, которые нужно, скорее всего, обойти, да, чтобы что-то вот сдвинулось в вашем деле. Или, может быть, просто помехи от государственных каких-то учреждений, от людей, которые там работают и так далее, от власти, в общем, да. Если же вы работаете, допустим, в юридических каких-то, ну, как связано с юридическими вопросами ваша профессиональная деятельность или там с судами, в общем, все, что связано с властью, с государством, то тогда, наоборот, есть хорошая возможность для того, чтобы найти работу. Для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о том, что для вас может быть что-то очень
важное сегодня, какая-то сделка, какое-то соглашение. Может быть, знаете, даже для кого-то это новая работа или как бы договор какой-то новый вы можете подписать. Допустим, вы на той же самой работе, но, допустим, сейчас уже на новых условиях будете работать. Какое-то предложение вам могут сделать. Но вообще карта, в принципе, очень такая приятная, хорошая, когда вот эти перемены к лучшему. Для тех, у кого свое дело. Но здесь, скорее всего, работа на дому или семейный бизнес, или даже отдых может быть. Сегодня как бы свобода такая от работы. Что еще здесь может быть? Может быть, кстати, с недвижимостью какие-то важные дела. Если вы не на дому работаете, да, то тогда, может быть, что-то с офисом будете решать. Что здесь еще важное? Ну, может быть, сделки с недвижимостью. Может быть, знаете, допустим, у вас была большая фирма, и теперь вы какое-то сокращение вводите и делаете меньшее количество людей, которые у вас работают. Короче, допустим, из большой фирмы вы превращаетесь в небольшую, в среднюю такую, да, или в семейное предприятие. Но в любом случае, вот знаете, вот вы сегодня чувствуете себя как-то комфортно и чувствуете защищенность вот вашего дела, да, может быть, находите способ, как его защитить. А теперь посмотрим, что для денежек. Да? Шестерка чаш. Карта говорит о том, что либо будут какие-то поступления от родителей, допустим, да, детям, либо, может быть, вы будете возвращаться к какой-то деятельности, которую в прошлом вели, и за это будете иметь возможность получать деньги какие-то, да. В общем, карта шестерка чаш, она связана у нас со временем. Либо время, отсрочка какая-то будет, да, для того, чтобы деньги получать, либо вы занимаетесь тем, что делали раньше, то, что приносило уже успех. И также карта говорит о том, что нужно обратиться в сторону дома, да, может быть, на дому работа, да, для того, чтобы заработать, или, может быть, для кого-то возвращение домой, если кто-то в отъезде был, для того, чтобы заработать. В общем, такое что-то может быть. Шестерка чаш. Шестерка чаш – это у нас карта, которая связана с общением, с договоренностями, да. Может быть, какие-то прошлые были договоренности, и вот сейчас они могут иметь значение для того, чтобы зарабатывать. Ну и, в принципе, тут могут быть заработки от работы с документами, заработки могут быть от общения, то есть чем больше общения, тем больше денег. Здесь, может быть, коммерческие какие-то вопросы, да, тоже денежки приносят. Может быть, знаете, какая-то дополнительная деятельность, кроме вашей работы, тоже приносит денежки. Для тех, у кого зарплата, карта говорит о том, что либо вы здесь тратите деньги на обучение, либо вы получаете какое-то уведомление о зарплате, либо у вас здесь какое-то образование, если вы уже, допустим, ранее его получили, может приносить первые деньги. Ну и вообще вот по этой карте очень часто приходит какое-то неожиданное событие, да, которое нас радует. А может быть, карта требует еще анализа вашей финансового состояния, может быть, анализа, как вам лучше зарабатывать, может быть, способ новый какой-то найти или, может быть, научиться чему-то новому. Для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что может быть, в принципе, хорошая здесь прибыль, достаток, да, но смотрите, здесь может быть либо вот целиком вы получаете какую-то большую сумму, либо наоборот какой-то один источник дохода у вас отпадает, становится невозможным по нему получать деньги, и вам нужно принимать какое-то важное решение, какое-то, знаете, радикальное решение, да, допустим, если этот поток финансов как бы перестает существовать, а может быть даже как бы несет вам убытки, нужно от него будет отказаться. А теперь отношения. Шестерка мечей. В отношениях, конечно же, перемены. Это перемены могут быть связаны
не только с внутренним состоянием, да, но и с внешними какими-то условиями, с работой и так далее. То есть, может быть, это действительно поездка одного из членов семьи, допустим, там на работу, да, а другой остается дома, или там на обучение. В общем, карта, которая говорит о каких-то перемещениях. Шестерка мечей у нас карта информационная, но когда мы выполняем какие-то взятые на себя обязательства, да, какие-то договоренности, или, может быть, знаете, новое что-то в работе, в коммерции, когда у нас что-то новое в каких-то документах, да, в общем, карта, которая говорит о том, что у нас перемены, которые вот происходят в наших отношениях, они не от нас зависят, а от внешних обстоятельств, от документов каких-то, от какой-то информации, поездок и так далее. Посмотрим, что будет у тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что может быть какая-то неопределенность, пока что вот, возможно, нет знакомств. Может быть, знаете, может быть, вы стараетесь выбирать человека рассудком, да, а нужно слушать свою душу, вот слушать свою интуицию. Так, теперь для тех, у кого есть пара, девятка бубновая, да, вот здесь карта говорит о том, что есть какое-то либо расставание, да, либо перемена какая-то очень большая, либо переезд, отъезд, или еще что-то такое, да. Вот у нас карта, которая говорит о каких-то значительных переменах, окончании какого-то важного периода для вас. А может быть, кстати, здесь какое-то поведение, да, неправильное поведение вашего партнера или вас самих, и вот может случиться даже разрыв, то есть нужно быть очень осторожными. Здесь вот отрицательные эмоции какие-то могут быть, деструктивное такое вот поведение, и вот можно натворить таких неприятных дел, да. Так, ну, карта говорит о том, что вот как вы привыкли общаться, вот это нужно срочно менять. По крайней мере, сегодня нужно совершенно поменять способы поведения, способы общения с вашим партнером. Иначе может что-то быть очень серьезное, неприятное. Для тех, кто в ссоре, шестерка червовая говорит о сближении, о исполнении ваших желаний. Может быть, придется немножечко подождать, может быть, ваш партнер где-то далеко сейчас от вас, да, но вы все равно здесь можете помириться. Может быть, не так быстро, но это произойдет. Давайте посмотрим совет на день. Десятка пиковая. Карта говорит о том, что нужно готовиться к новому, нужно менять образ жизни. Может быть, даже нужно новое окружение вокруг себя создавать. Если, допустим, нужно там по работе куда-то ехать, допустим, вам нужно принять решение, да, ваш партнер может куда-то уехать, и вот вы не знаете, соглашаться вам на это или нет. Карта говорит соглашаться, это к лучшему. Какие-то могут быть поездки, какие-то могут быть перемены очень большие, да, может быть что-то новое, новая работа, новый бизнес, новый источник дохода, в общем, какое-то обновление здесь есть. Что еще тут важно, как совет? Может быть, неплохо было бы в этот день обращать внимание на сны, допустим, какие сны вам снятся, скорее всего, там подсказки, или на какие-то предсказания астрологов, тарологов, вот что вот именно вас затронет. Не обязательно все, да, а вот что-то может вот именно ваша душа вам подсказать. Обратите на это внимание. Для кого-то это удачная сдача экзаменов, завершение каких-то курсов, получение дипломов, может быть, приобретение каких-то статусных вещей. Для кого-то какие-то вопросы с религией связанные тут будут решаться. Так, в принципе, хорошее время для того, чтобы начинать какое-то обучение, да, там, допустим,
какие-то семинары, коучинги и так далее. Хорошее время, чтобы учить иностранные языки. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!